Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня в студии Осетия ТВ режиссер-документалист, продюсер Тимина Туаева. Тимина Давидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Тимина Давидовна, а сегодня отмечается день рождения Гайто Газданова, и по этому поводу я не могу не задать вопрос. Вы сейчас продюсер фильма о великом писателе, поэте. Как сейчас идет работа? Мы знаем, что вы начали искать новые факты и снимали в нескольких странах Европы. Да, все правильно. Мы вернулись в конце октября из экспедиции по Европе. Были в Париже, в Мюнхене, в Праге и Белграде. Это вот материалы, то, что касается Георгия Ивановича Газданова. Мы попытались собрать вот как-то со временем последней картины, которая была снята в 2005 году на Северо-Кавказской студии кинохроники, тем же режиссером Рафаэлем Гаспарянцем и оператором Михаилом Немыским, уже прошло сколько? 9 лет, да, почти 10 лет, и уже какой-то появился новый материал. И, ну, может, даже и не появился, ну, вот я имею в виду переводы, там, новые общества, которые занимаются творчеством, новые наработки, новые исследования. Но уже и уходят те люди, которые были рядом с ним, правда? И поэтому мы постарались их найти. И вот в Мюнхене мы нашли личного секретаря Георгия Ивановича Мадлен Робер, швейцарку. Мы нашли Галину Рудник и еще его коллег, которые работали вместе с ним на Радио Свобода. Потом мы были в Праге, сейчас Радио Свобода в Праге, и Иван Никитич Толстой, это брат Татьяны Никитичны, он нам очень любезно предоставил возможность использовать материал, который хранится в архиве Радио Свободы, передачи, которые вел Георгий Иванович. Это раз. И потом дал потрясающее нам интервью. И мы организовал наши съемки на Радио Свободы, были в архиве там, и, в общем, помог нам очень. И вот с материалами и прочее, прочее. Потом во Франции мы, значит, специально из Ниццы приехал Рене Славист, который тоже знал Георгия Ивановича, его семью, его жену Фаину. И он тоже приехал, любезно привез книги, которые были подарены лично Георгием Ивановичем ему, и очень много рассказал тоже интересного. А в Белград мы ездили специально, там живут два брата, переводчики его, потому что в Белграде, в Сербии переведены 8 его книг. Пока мы снимали, оказалось, что перевели его еще и в Германии, перевели его еще в Англии, и вот он набирает, вот популярность его набирает как бы обороты. Да, вот. То есть она творчество... как камень брошенный в воду, расходится кругами, и я думаю, что еще слава его всемирная, настоящая, которую он заслуживает, как писатель, великолепный. Начиная работать над фильмом, вы ставили для себя задачу не открыть заново его биографию, а открыть его как человека, да, с помощью тех, кто его лично знал. Да, еще раз дополнить его портрет, вот так говоря. А какие-то интересные детали для себя подметили? Можете там поделиться? Нет, во-первых, мы сняли в Мюнхене все места, где он жил. Мы сняли, была легенда, что он умер в госпитале. Нет, он умер дома. И вот Мадлен Робер в это время, когда вот она от онкологии умер, она им помогала Фаине, его жене, когда вот это случилось, трагическое событие. Мы сняли сад, где он гулял, мы сняли район, в котором он последние годы жизни провел, место, где он работал. Мы как бы постарались вот заснять все этапы вот его жизни, вот поэтапно проследить, посмотреть. То, что сохранились люди и операторы, и режиссер, это такой специально был ход? Почему вот тот же самый... А зачем кого-то нового искать? А Рафаэль, он уже делал картину, он в материале. Он знает весь этот материал, знает персонажи, знает практически, изучал очень серьезно. Потом, знаете, не все режиссеры вот так доскональные, так вот по-научному, так скрупулезно подходят к изучению материала, который они снимают. Вот мы делали с ним «Забытая победа», это фильм об обороне Кавказа,
кстати, благодаря которому, может быть, многие не знают, но этот фильм сыграл очень большую роль в том, что городу было присвоено звание город воинской славы. Вот я знала, что эта картина понадобится, понимаете? И когда только вот возник этот вопрос, мы раз положили ее на стол. Вот у нас, пожалуйста, фильм. Мы собрали и выкупили в архиве в Красногорске практически всю хронику обороны Кавказа. И она у нас сейчас есть. Так что мы щедро делимся вот то, что у нас есть, с остальными кинематографистами. Вы щедро делитесь, вот вы говорите, вы даете всем кадры определенные, да, которые у вас которые есть. Они попросят. Да. Но вот вы сейчас сказали, что вы выкупили определенную хронику. То есть зачастую материалы приходится выкупать, а это стоит определенных средств. Конечно. Вот откуда эти деньги можно брать? Вот это вот государство Значит, во-первых, помогает, нет? Да, этот вопрос, который задают многие, которые многие удивляются, на что я снимаю. Я работаю на гранты, я принимаю участие в конкурсах на субсидии Госкино. Это департамента по кинематографии Министерства культуры России. Если бы не они, на что бы я снимала такие картины бы? Они требуют очень больших затрат, экспедиций, организационные моменты очень сложные, потому что, а ну-ка, организуй отсюда в Монголию поездку, найди ученых, договорись с ними. Тимин Давидовна, вы везде вот есть такая фраза, что вы посвятили свою жизнь поискам аланских следов по всему миру. Это на самом деле так, и очень много фильмов есть на самом деле уже. И один из последних был «Северные Аланы». Вот это была экранизация книги Тора Хейердала, да, насколько я В погоне за Одином. В погоне за Одином, о том, что норвежцы тоже потомки сармато-аланских племен, ну и так далее. Вот ему тогда не удалось это доказать, да, насколько я помню? У него времени не хватило. Начну сразу, можно извинить? Я свою жизнь этому не посвящала. Дело в том, что тема аланской истории – одно из направлений, так сказать, нашей тематики. У нас очень много картин, которые откликаются на все самые важные темы и на все события, которые происходили в Осетии. Это и Беслан, это и Кулка, это и выборы. Много-много у нас картин, и по традициям и обычаям осетин. И вот на события 8-го года мы сделали «Осетия единая и неделимая» картину. Вот я мечтаю снять еще фильм вот в теме традиции и обычаи, я думаю, я его поставлю сейчас в план, «Праздничный стол осетин», потому что у нас есть фильм, который тоже Рафаэль делал, это «Остинская свадьба», где объясняется сакральный смысл всего обряда. Вот я мечтаю картину сделать и с Тамиром Салбиевым, нашим историком, замечательным специалистом, который просто великолепно разбирается во всем этом. И праздничный лос, объяснив вообще смысл того, что происходит за праздничным столом. Потом очень хочу сделать фильм о Сослане и Тамаре, тоже тут точку поставить, потому что Тамара что, сама ездила и воевала, и рубилась, да? Она вот собрала царство, она его усилила, сделала Грузию. А кто это все сделал? А? Кто это сделал? Что бы она могла сделать без Давида Суслана? Ничего. За последнее время мы сделали 3 картины. Это к 1100-летию, вот опять же, к юбилею предугадали, да, православие сделали и святые. Европейские святые аланского происхождения. И там же и Христодул философ. Значит, мы ездили на остров Патмос в Греции. Это остров, где похоронен Иоанн Богослов, где Святой Дух ему диктовал в пещере Апокалипсис. Мы все там снимали. И вот этот монастырь, в котором похоронен Иоанн Богослов, построил вот этот Христодул философ. Аланский монах, который служил и на Афоне, а потом он переехал в Патмос. И, естественно, история вот аланского православия. Конечно, в 52 минуты этот материал уложить было очень тяжело. Мы постарались. И «Северные Аланы» о Хейердале – это картина о том, как аланские цари Один стали скандинавскими богами, как мы говорим. Значит, вот сейчас столетие Хейердала, да?
Картина, во-первых, мы снимали в Азове в Ростове, потом в Осло. Сейчас я перевожу, вот буквально сейчас, на английский язык ее, и мы посылаем ее в музей Контики, к Майе туда, к директрисе. Там, где я снимаю, я потом делаю эти фильмы не только на русском языке, но и на языке народов, которые, так сказать, где они попали живут. В картину. Да. Вот. И то же самое вот с Хейердалом. Я туда посылаю в музей, а там в музее со всего мира туда люди съезжаются, и пусть покупают нашу картину, и вот наши, то есть то, что мы, наработки наши, то, что наши сведения, рассказ об Осетии, какое она отношение к Хейердалу имеет, и вообще Аланы, будет информация это идти и распространяться тоже по всему миру. По организации съемок, конечно, это пока мы вышли на этот музей. Потом мы, значит, Лилистрёме, это вот в этой книге его соавтор, с кем он полемизирует. Ему, Хейердалу и Лилистрёме, король Испании подарил на Тенерифе 2 виллы рядом. И они последнее время жили на Канарах, в Тенерифе. И, ну, думаю, хотели даже и туда лететь, потому что, ну, хотя бы Лилистрёме снять. Вот, это целые как бы поиски. И я хотела даже подключить Интерпол. Хорошо, что я это не сделала, Господь отвел, ангел-хранитель, потому что когда ты, вот этот Лилистрёме, ему уже много лет, за 80, когда он услышал, что это из России звонок, он так перепугался, бедный, так перепугался. Он говорит, не звоните больше сюда, на английском мы говорили, не звоните. Нет, я ничего не знаю, я ничего... Ну, мы сначала так не поняли, потом перезвонили 2-й раз, подошла уже его жена через какое-то время, говорит, тоже, а представьте, если бы это был Интерпол, бедного старика Кондрашка бы хватило, прежде чем собрать материал, прежде чем снять, приходится, ну, в общем, работать. Вот так же, как мы занимались, когда Гайто Газдановым, мы занимались этим месяца 2-3. Нам все говорили, Мадлен уже нет, Робер, она уже все, она... Мы ее нашли, она живее всех живых. Вот до конца это вот так ты на таких нервах. Пока ты все не снимешь, пока это... Но в итоге это того же стоит в конце. Ну, кому стоит? Мне стоит больших сил, а так не знаю. Ну, главное, чтобы зритель потом оценил, наверное, или нет. Не знаю. Не всегда я довольна зрителям. А вот можно вот поподробнее? Сейчас вы такую мысль сказали, что значит недовольна? Ну, иногда бывает, знаете как, я терпеть не могу жаловаться, и все, и никогда не жаловалась, ничего. Но иногда кажется, что то, что я делаю, никому и не надо особо. Ну, вот делаешь и делай. Такое вот отношение. Ну, нечего тебе делать, и делай, снимай. Ну, вряд ли большинство людей с этим у вас согласятся, но... Не знаю. Не знаю. Я думаю, большинство людей все-таки видело, большинство жителей Северной Осетии как минимум видели ваши фильмы, хотя бы один из них точно видели. И вот вопрос в чем? Какую цель вы ставите, когда начинаете снимать фильм? Есть какая-то цель? Или просто рассказать? Нет, ну вот белое пятно, да? Вот я как бы вот эти белые пятна исследую. Вот после того, как мы сделали Китай, значит, куда делись асуты в 15 веке? Вот они переехали, когда разгромили, изгнали китайцы уже монгольскую династию яньскую в 15 веке. Асуты же с ними ушли. Они ушли во внутреннюю Монголию, в Гоби. Вот они переехали в эти районы. И мы туда поехали. Мы хотели их найти. Во-первых, мы все время хотели найти, у меня задача найти наших, так сказать, вот братьев. Собрать. Вот было время, когда мы разошлись. Пришло время, когда нам надо собраться. Вот как случилось с Венгрией. Боже мой, ну это же счастье, что 2 народа опять стали общаться, правда же? Вот ради этого и стоило даже вот и жить, и все, да? Да, мы знаем, что положить, да. С венгерскими ясами особые отношения все-таки в Северной Осетии. Осетии. Один народ, началось движение друг к другу, уже кто-то хочет язык учить, и там наши братья, которые считают братьями нас, сестрами, и так и пишем и друг другу. Твой брат Белла, твоя сестра Тимина, там еще что, Атила, которые вот себя идентифицируют с аланами. Они наши родные. Это же потрясающе. То же самое вот хочется вот так же. Вот я с такой же миссией, с таким же трепетом ехала в Монголию.
Я думала, мы там их найдем. А в итоге? Нет, они все растворились, они омонголились. Но все равно следы их мы нашли. Мы нашли Большой Нарт и Малый Нарт. Места, где они пасли свой скот, где они поселились, где они жили. Там на скале кресты. А какие кресты среди буддистов? Это только аланы. Надпись на греческом языке. Откуда это? Тоже это только они. Потому что они всегда были христианами. Нашли же что-то? Нашли. Вот. Потом вот эта женщина, с которой я подружилась, я Сурен. Когда вот мы уезжали первый раз, у меня просто была истерика какая-то. Вот я так плакала после того, как мы вышли у нее из юрты. Потому что мне было жалко наш народ, вот, который разбросала так. Когда ты их видишь, когда ты вот их находишь, и это счастье, просто счастье, когда ты сидишь с ними в юрте, и ты понимаешь, что это они. Когда она достает тюбетейку с аланским узором, сколько прошло времени, когда у нее косынка повязана, не по-монгольски, а по-нашему, понимаете? И она, когда они вот европеоиды, они, и когда она как штык, и ты вот на нее глядя, ее отец имел 1000 табуны коней, а у нее 100 пока, она с сыном пасет. И она как штык. И тогда ты понимаешь, вот я когда на нее смотрела, я понимала, и я почувствовала тех аланок, которые шли за нашими мужчинами, да, через сотни километров, через континенты, через Гибралтар. Они же шли в обозах с ними, с детьми. Они никуда не делись. Они были рядом с ними всегда. Это что за люди были? Это что были за казахта? Это что были за женщины? Когда я и снимала аланы, и когда я на берегу Гибралтара стояла, и когда мы переходили через Пиренеи, как они шли тогда, Респендиал, все это. И у меня все время было ощущение, что они рядом, вот они у меня за спиной. И вот удивительное дело, когда мы снимали «Короля Артура» в Англии, да, допустим, погода ужасная, мы утром проснулись, дождь, прочее, все. И только выезжаем, расчехляем камеру, вот так над нами солнце. Ни одного непогожего дня. Ни одного дня, который мы потеряли, съемочного. Вот вы сейчас затронули тему съемок в Англии. Недавно появилась новость о том, что вы сейчас хотели бы начать искать аланский след в Британии, в Шотландии, в Ирландии. Откуда у вас эта новость? Вот на сайтах читали, да. И вы тогда говорили о том, что об этом вы надеетесь найти этот след, потому что об этом же писал еще и профессор Токати в своих Это раз, да. Да, вот сейчас что с этой идеей? Вот смотрите, что получается. Значит, все фильмы имеют продолжение. Например, вот по поводу Хейердала, допустим, в Москве существует общество друзей Хейердала, сейчас 100-летие его. Они меня нашли мой фильм, они меня приглашают на встречу уже просто, я не успеваю. Но они меня ждут, они готовят экспедицию новую на плотах и хотят, чтобы я поехала снимать. Я говорю, послушайте, мне 69 лет. Я понимаю, что в Гоби я была, на Тибете я была, где только, но еще на плоту. Это как сам Хейердал тогда. Вы понимаете, это будет перебор немножко. Ну вот не знаю, посмотрим, что касается этого поездок. Почему? У меня есть как бы коллеги мои и мои, соавторы, что ли, будущие. Дело в том, что фильмы на английском языке, и «Король Артур», и «Алан и дорога на запад», они в интернете есть. Их посмотрел Джо Мэтью, это профессор Оксфорда, который занимается королем Артуром. И он мне написал, что он просто, извиняюсь, конечно, за нескромность, потрясен. Он не ожидал, что такой уровень будет фильмов и прочее, что он очень хотел бы со мной сотрудничать и что он предлагает быть дистрибьютором моих фильмов в Англии. Я, конечно, пожалуйста. И теперь они меня приглашают. В Хорватии была конференция
У них там сейчас Евросоюз в Сплине, в Хорватии, раскручивает такую тему, что якобы король Артур, они нашли плиту, где написано «Артуриус», римские офицеры. И они вдруг, быстро сообразили, и они раскручивают тему, что якобы король Артур был похоронен в Хорватии. Ну, для привлечения туристов и прочих глупостей, конечно, это все. Но потому что, во-первых, это мифическое лицо, вы сами понимаете, и к Хорватии, Хорватии он никакого отношения не имеет. Ну вот, и у них была там конференция по королю Артуру, они меня пригласили туда, на эту конференцию. И, значит, я туда, и, в общем, они меня в клуб артурианцев ввели. И там я познакомилась с археологами, которые занимаются этим, и они мне предлагают все время, давайте вместе что-то снимем. Я говорю, ну давайте, вот поехали в Ирландию, поехали в Шотландию, давайте. Так что, просто вот, знаешь как, не хватает времени, не хватает рук немножко. Ну, Тимин Давидовна, вот фильмы, которые вы снимаете, они о Аланском следе, но в других странах. И поэтому, естественно, что они должны быть интересны не только жителям Северной Осетии, но и, наверное, далеко за ее пределами. Вот насколько они не то что популярны, да, но какой интерес они вызывают в Европе и в Азии, и вообще в разных странах мира? В Европе, не знаю, по-моему, это никому особо не интересует. Их современная история и то мало интересует. Когда вот произошел Беслан, они отреагировали тогда, да. Но когда, например, во Франции, когда час дня и обед, они бросают все и уходят обедать. Понимаете как? Люди живут там сегодняшним днем. Понимаете, это должно быть для нас, это для нас должно быть интересно, это для нас опора. Я все время тогда говорила и повторяла, что эти картины я делаю для молодежи, потому что в наше время им надо на что-то опереться. Понимаете? На что-то стать надо. То есть откуда-то должна идти информация, потому что сейчас очень много версий, и хочется, вот, знаете, очень часто вот общаешься с учеными, да, и есть один вопрос происхождения там определенного, допустим, даже музыкального инструмента, и разные ученые могут дать абсолютно разную версию, она вообще ни в чем не будет сходиться, и вот в такой ситуации получается в голове путаница, и нужен человек, который, наверное, соберет всю эту информацию и даст человеку так, чтобы можно было ее переварить и как-то понять. Большое видится на расстоянии, да, истина тоже в какой-то степени на расстоянии. Существует зарубежное лановедение. Никто не говорит ни о кабардинцах, ни о балкарцах, ни о карачаевцах, ни о ингушах. Близко нету никого. Зарубежные ученые вообще их не имеют в виду. Они могут говорить что угодно. Они могут, как говорится, оскорблять нас, приписывать нам другую историю, претендовать на нашу. Существуют же объективные какие-то вещи, существуют. Правда? Я даже считаю, что с ними и спорить не надо. Другое дело, то, что меня очень волнует. Вот когда мы были с Тамиром Салбиевым в Хорватии на конференции по королю Артуру, понимаете, я тогда поняла, что обязательно нам нужны молодые ученые, которые бы принимали участие вот в всех этих конференциях со знанием минимум английского, а максимум еще и французского, еще какого-то языка. Обязательно. Именно алановеды, понимаете, которые бы эту тему развивали. По сути дела, у нас же нет алановедов, как говорят. И самое интересное, понимаете, вот историей в это интересуются все. И вот сколько у меня проходили встречи и в институтах, и в ГМИ, и в сельхозы. Я не знаю. Меньше всего этим интересуются наши историки, студенты. Меньше всего. А когда у меня была вот встреча, вот гигиена мозга организовывала, и еще я тогда обратилась: ребята, пожалуйста, кто-то возьмитесь за эту тему. Возьмитесь. Взялись? Не знаю, пока, наверное, может, взялись, не знаю, с учеными, может, со своими учителями они вот общаются или что. Ко мне никто не обращался, но я и не историк, я не это. А Тимин Давидовна, насколько заинтересована молодежь вот
с вами работать Очень, много очень, времени? очень, очень, очень. А вот в чем заключается? Ну, просто интерес пообщаться, поговорить, посмотреть, фильмы посмотреть, потом как-то подискутировать, поспорить. Знаете как, все-таки молодежь живет сегодняшним тоже днем, к сожалению. Никто не хочет учиться у старших. Все рождаются изобретателями велосипедов. И, к сожалению, на уровне изобретателя велосипедов они остаются. Они дальше до ракеты, еще до чего-то уже не поднимаются. Понимаете как? Девиз молодежи и так сойдет. Тимми Давидовна, а вот на одном из интервью, да, это было как раз-таки во время встречи в рамках проекта «Гигиена мозга», вы тогда сказали, что вы не считаете себя режиссером, и вы скорее монтажер, и кто Даже Ростоцкий не считал себя режиссером. А почему, и вот кем вы себя считаете в рамках вот ваших Я считаю себя кинематографистом. Вот есть такое емкое название, определение кинематографист. Понимаете? Вот. Продюсером тоже частично, потому что я работаю на государственные деньги. Я не на свои деньги работаю. Но в той части, где касается тематики, организации производства, подбора группы, я считаю себя хорошим продюсером. Без ложной скромности. Понимаешь? Я проецирую мир, который вокруг нас. Понимаешь? Может быть, я ищу и нахожу какие-то такие акценты, интересные моменты, на которых я фиксирую внимание зрителя, на которые он бы не обратил внимания и прошел мимо в обычной жизни. Я, как человек, у которого немножко так, глаз немного так другой, я, может быть, на это обращу внимание и укажу. Не знаю, может быть, это и мой мир. Вот я считаю, что финалы всех фильмов, да, с моих, они очень, все плачут на них, все, да. Ну вот, а вы нет, и Алан, и «Дорога на Запад», и «Венгерская Алания», и Турция, все плачут, и все. Вот, может быть, это, там они трогательные, там тоска по родине, там ностальгические они такие бывают моменты. Может, вот это мой мир, я не знаю. Вот это моя реальность, понимаете? Вот это то, что мое эмоционально я привношу в документальный материал. Все остальное же документальный материал. А там только мои эмоции, мое отношение. Может быть, это вот это и есть, но не знаю. Вот, но понимаете как? И громко называть себя режиссером, нет, не буду. Тимми Давидовна, вот вы в одном из интервью сказали, что ваша мечта, чтобы Осетия снова стала Аланией. Да. Почему такая мечта, и как вы думаете, насколько реально, что у нас будет? Во-первых, это близко мечта уже, я думаю, уже наполовину она осуществилась, Осетия Алания. А во-вторых, я мечтаю, чтобы мы были аланами. Это вот это главное. А ты назови себя аланкой. Вот ты скажи, я аланка. Я аланка. И ты посмотри, как у тебя все распрямляется, и совершенно ты себя по-другому ощущаешь. Мне кажется, пока только мы стали осетинами, мы потеряли свою историю великую. А когда мы станем аланами опять, мы гордо поднимем голову, и вот те наши предки станут за нами. И они нас поддержат, и они нам помогут. Но я думаю, мы идем к этому. Я думаю, память о предках — это одна из важнейших черт, которая должна быть в любом человеке, тем более, и обязательно должна быть гордость своими предками, тем более такими, какие были у нас. Ну, даже, знаете, не гордость, вот не знаю. Ну, вот у меня такое ощущение, что вот в основном молодежи абсолютно все равно. Кто у них там были, какие были. Они живут сегодняшним днем. Вот сейчас идет глобализация. И очень нужно большой иметь потенциал, большой очень код генетически мощный. А он у нас есть. Он у нас есть. Чтобы не сломиться под этой глобализацией. Посмотрите, какой у нас гумус плодородный. Слой плодородный. За века. Посмотрите, сколько мы наработали. Назовите мне нацию на Кавказе, которая бы имела столько дирижеров, вообще талантливых людей. Возьмите любую область. Вы знаете, что даже госцирк наш возглавляет осетин? Знаете, да? Знаю. Представляете, Большой театр, Мариинка и другие. Давайте называть. А?
Нет ни одной области, где бы не было у нас выдающихся вершин своих. И главное теперь двигаться вперед и не забывать об этом. Да, да. И не забывать, и не терять, вот это, черпать из этого плодородного слоя и верить, что вот этот потенциал у нас колоссальный. Колоссальный потенциал. И вот ощущение этого, ногами опираться вот в наш плодородный слой, поддерживаемый со всех сторон нашими предками и нашей историей, и идти вперед. Вот какие слова, я думаю, это главное помнить каждому человеку и заниматься тем, в чем он силен. Тимин Давидовна, вам спасибо за то, что нашли время к нам прийти, и очень много интересного, например, я как минимум для себя узнала только сегодня. А те, кто фильмы ваши не смотрел, я думаю, все-таки сейчас задумаются, пойдут и посмотрят, потому что они все есть в свободном доступе в интернете. Нет, не все. Не в интернете они продаются. Все в книжном магазине на Джанаева 20, пожалуйста. Любой желающий в любом случае может посмотреть. Вам спасибо еще раз за интересную беседу и ждем премьеры фильма о Газданове. Я думаю, каждому интересно посмотреть. Ждем новых фильмов, Тимин Давидовна. И надеюсь, с Китаем все-таки все сложится и фильм скоро выйдет. Уже просто совесть замучила уже. Спасибо большое еще раз. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня в студии Осетия ТВ была режиссер-документалист Тимина Туаева. С вами мы увидимся ровно через неделю, в следующий понедельник. Меня зовут Яна Гагиева. Всего доброго и до встречи.